Дорогие друзья, у нас сейчас небольшая техническая пауза. В нашем гала-концерте принимает участие сводный симфонический оркестр. Это несколько десятков артистов на сцене, поэтому необходимо какое-то время выставить пульты, стулья. Но, чтобы заполнить паузу, я напомню вам немножечко об истории конкурса «Лаборатория», который начинался в 2022 году. И начинался как конкурс для оперных исполнителей. И только спустя первый конкурс было принято решение расширять номинации. И вот сегодня мы уже принимаем заявки для участия в 3 номинациях. В этом году принимали участие камерное, вокальное исполнительство, искусство аккомпанемента и оперное пение. И, конечно, Алиса Гицба, как солистка музыкального театра «Геликон Опера», артистка с большим театральным опытом, да, большое значение придает именно этой номинации. Всегда волнительно, какой оркестр будет принимать участие, как молодые музыканты сольются с оркестром с одной репетиции. В этом году, правда, более удачные какие-то обстоятельства сложились. В отличие от предыдущих лет, 3-й тур конкурса в номинации «Оперное исполнительство» сопровождался симфоническим оркестром. Это, конечно, огромная удача и счастье для молодых артистов, потому что немногие из них имеют опыт работы с оркестром. И вот в этом году 3-й тур, который проходил здесь, в Сухуме, для оперных исполнителей проходил сопровождение симфонического оркестра. И, конечно, это было грандиозное звучание для тех, кто посещал конкурсные дни. Понятны мое восхищение и мои эмоции. Ну, какое-то время дадим сценорабочим для того, чтобы выставить стулья и пульты, а вы можете пока пообщаться с соседом по парте. В стенах Абхазской государственной филармонии гала-концертом завершается музыкальный конкурс. Конкурс «Лаборатория» народной артистки Абхазии, заслуженной артистки Российской Федерации Алисы Гицба. Алиса Шалвовна, расскажите, пожалуйста, чем богат в этом году конкурс, сколько у нас победителей? В этом году состоялся 4-й наш конкурс. Он, конечно, богат на события, естественно. Мы получили вторично поддержку Президентского фонда культурных инициатив, что немаловажно для такого масштабного проекта. У нас существует постоянная поддержка правительства Абхазии. В этом году еще присоединился МИД, Министерство иностранных дел Абхазии, и лично Олег Мсасович Барцыц, который и на пресс-конференции в Москве в ТАССе участвовал и помог нам с участницей из Никарагуа. Вот привезли, взяли, поселили ее. Она участвовала на общих основаниях со всеми остальными конкурсантами в конкурсе и стала лауреатом 2-й премии. Конечно, это очень важное событие, потому что между Никарагуа и Абхазией существует культура, культурная дружба, культурный мост. Вот, поэтому я считаю, что это очень важное событие, выдающееся просто по своей значимости. У нас появилось 3 номинации. Это оперное пение, камерное пение и искусство аккомпанемента. И в каждой номинации по 3 места, которые мы разделили между собой. И одна неделимая премия Гран-при, которую мы вручили не певцу, а пианисту, замечательному пианисту Александру Широкову. Но это само по себе тоже является очень важным и значимым событием в нашей лаборатории, потому что мы делаем акцент на слово «музыкальное». Не оперное, не вокальное, а именно музыкальное. Поэтому обладателем Гран-при может быть не обязательно певец. В столице Абхазии, в Сухуме и в Москве. Что в рамках этого конкурса в течение нескольких дней проходило?
Да, у нас состоялось прослушивание второго тура. Первый тур состоялся по видеоотбору. Прослушивание второго тура в течение 5 дней проходило в прямом эфире и, значит, живьем в зале, в концертном зале имени Ирины Архиповой. И вот параллельно вместе с прослушиванием проходили еще очень интересные мастер-классы. Всего мастер-классов у нас вот за эти оба тура, второй и третий, более 10 мастер-классов, причем в разных совершенно областях, плоскостях. Это и мастер-классы, касающиеся вокального смычка. Елена Ревич замечательный мастер-класс провела. Мастер-класс Рафаэля Паласиоса, мексиканского габаиста-барочника. Что такое барокко? Это был 3-часовой мастер-класс. Первый час он был посвящен полностью теории эпохи барокко, как ее исполнять, в чем отличие от других эпох. И 2 остальных часа он посвятил практическим занятиям с нашими ребятами, конкурсантами. Поэтому я считаю, что так как мы развиваемся, будет еще 5-й юбилейный конкурс, и будем его ждать. Новые события. Спасибо большое, Лиса Шалавовна. Спасибо. Дорогие друзья, мы продолжаем гала-концерт лауреатов 4-го международного конкурса лаборатории Алисы Гицба. На сцене сводный симфонический оркестр Краснодара и Государственный камерный оркестр Абхазии. Дирижеры – народный артист Абхазии Давид Терзян и заслуженный артист Башкортостана Раушан Якупов. Открывается вторая часть нашего гала-концерта оркестровой пьесой, у которой есть очень интересная предыстория. Несколько лет назад впервые Алиса Гицба услышала ее на фестивале «Белый город» в Белгороде. Познакомилась с автором, им оказался краснодарский композитор Владимир Чернявский. Рассказала о своем проекте, о нашем замечательном государственном камерном оркестре. И автор пьесы специально для нашего оркестра составил партитуру и подарил ее для исполнения в различных концертах. И вот сегодня, можно сказать, впервые в Абхазии прозвучит концертная лезгинка Владимира Чернявского. Сводный оркестр, дирижер, народный артист Республики Абхазия Давид Терзян. Как будто бы с чужого плеча.
Гаэтано Доницетти, ария Лючии из оперы «Лючия де ла Мермур». Исполняет лауреат третьей премии Анастасия Попова. Дирижер, член жюри конкурса, главный дирижер Самарского академического театра оперы и балета имени Дмитрия Шостаковича Евгений Хохлов.
Генри Пёрселл, ария Дидоны из оперы «Дидона и Эней». Исполняет бессменный член жюри конкурса, солистка Московской государственной филармонии, заслуженная артистка Российской Федерации Яна Иванилова, дирижер Давид Терзян.
Петр Ильич Чайковский. Баллада Томского из оперы «Пиковая дама». Исполняет лауреат второй премии Юрий Фельдшеров. Дирижер, заслуженный артист Башкортостана Раушан Якупов. Про нее ничего не знаете. Вот так послушайте. Графиня много лет назад в Париже красавицей слыла. Вся молодежь по ней с ума сходила, называя Венерою московской граф Сен-Жермен среди других. Когда еще красавец пленился ею, но безуспешно он вздыхал по графине. Все ночи напролет играла красавица, ее предпочитала фараон любви. Однажды в Версале уже Венес Москвы проигралась дотла. В числе приглашенных был граф Сен-Жермен. Следя за игрой, он слыхал, как она шептала в разгаре азарта: «О, Боже! О, Боже, я все бы могла отыграть, когда бы хватило поставить опять. Три карты, три карты, три карты. Выбрав удачно минуту, когда, покинув украдкой гостей полный зал, красавица молча сидела одна, влюбленно над ухом ее прошептал слова слаще звуков Моцарта. Графиня, ценой однобором хотите, пожалуй, я вам назову. Три карты, три карты, три карты. Графиня вспылила, как смеете вы, но граф был не трус. И когда через день красавица снова явилась, увы, без гроша в кармане, ожидаля, она уже знала три карты. И смело поставив одну за другой, вернула свое. Ценой. О карты, о карты, о карты. Расскажу те карты, она назвала, в другой раз их юный красавец узнал. В эту же ночь лишь осталась одна, ей призрак явился и грозно сказал: получишь
получишь смертельные удары. От третьего, кто был страстно любя, придет, чтобы силой узнать от тебя. Три карты. Джакомо Пуччини, рассказ «Мими» из оперы «Богема». Исполняет лауреат второй премии Катерина Веласкес, Никарагуа. За дирижерским пультом маэстро Давид Терзян.
Лео Делиб. Цветочный дуэт из оперы «Лакме». Исполняют члены жюри конкурса лаборатории Алиса Гицба и Яна Иванилова. Дирижер Евгений Хохлов.
Петр Ильич Чайковский. Сцена и ариозо Лизы из оперы «Пиковая дама». Исполняет лауреат первой премии Екатерина Мишина, дирижер Раушан Якупов. Уж полночь близится,
Франческо Челеа, ария Адриена Лекуврер из оперы «Адриена Лекуврер». Исполняет солистка Московского музыкального театра «Геликон Опера», художественный руководитель конкурса лаборатории, народная артистка Республики Абхазия, заслуженная артистка Российской Федерации Алиса Гицба. Дирижер Давид Терзян. Завершение гала-концерта. Финальный номер
Луиджи Денца, фуникули, фуникуля, вверх и вниз. На сцену приглашаются все лауреаты конкурса. Все лауреаты конкурса и все участники гала-концерта, а также дипломанты, которые расположились в зрительном зале. Подходите к авансцене, поддержите своих коллег. Дирижер Раушан Якупов. Я приглашаю на сцену всех маэстро сегодняшнего концерта. Евгений Хохлов, Давид Терзян, Раушан Якупов, Дорогие друзья, огромная благодарность вам за то, что вы нашли время, интерес и пришли сегодня на нашу замечательную церемонию и гала-концерт. Благодарим премьер-министра Республики Абхазия Владимира Делба за поддержку, внимание, министра иностранных дел
Олега Барцыц и всех высоких гостей. Большое спасибо всем участникам, прямо или косвенно поддержавшим этот грандиозный проект. Это очень сложное дело. Я испытала это, как говорится, на собственной коже, поучаствовав в жюри этого конкурса. И хочу поблагодарить, посмотрите, какое количество участников, хочу поблагодарить туристическое агентство World Travel и лично Оксану Дженни за то, что она комфортно организовала приезд, отъезд, пребывание наших гостей. За оформление сцены спасибо Каролине Декор. Всегда, каждый конкурс, она придумывает новые цветовую гамму, новое оформление. Мы очень ей благодарны. Дорогие друзья, конкурс играет огромную роль и для культурной жизни в Абхазии, и, как выяснилось, далеко за ее пределами тоже, потому что я увидела своими глазами, как с каким трепетом, волнением и как стремятся попасть в лауреаты участники этого конкурса в этом году. И приятно, что конкурс развивается, расширяет количество номинаций. Надеемся, что в следующем году останутся нынешние номинации, может быть, добавится что-то новое. Будем следить за новостями, за изменениями, за вашими гастролями в течение года до следующего проведения конкурса. И надеемся, что будет расширяться наша слушательская аудитория, фанатская аудитория, поэтому следите за афишами, за информацией, любите музыку. Спасибо большое.